Neydi kompanyası o? Bu anlatadiği Başkistan tarihi okudu, Başkistan medeniyetini okudu, Yagara Başkistan okudu, nasıl? Региональный компания. Она сама не уступала для Башкортостана. Культура Башкортостана. Не изучали, что ли, ваши дети? Ладно. Это же все. Я сам не изучал. Сам ты фашист, придурок. Barıgıda bileğe 12 May'da televizordan tapşırı oldu. O ORT kanalında. Bunda ular müteahhitler o şey iki respublikalarda kaldı. Başkırtan ve Tatarstan'da kaldı. Ular müteahhitler şuna edip yana bunda Başkırtan devlet yöneticileri kurtuldu. Tatarstan'da Tatarsan devlet yöneticileri kurtuldu. Bu türlü halktan hukukların bulunduğu tek bağlaydı. Bu kadar ular indi talabiteler o şey devletçiliğin kurtuluğunu bitiriyor. Elbette bunlar barahla cemaat fikri için işlengen tapşırı. Bu nimen anlata bunday tapşırı. Bunday tapşırı anlata silahı ağım adige resey hükümetinin o şey devletçilerinin kurtuluğunu bitiriyor. Ускакивает ликвидация обязательной изучения государственных языков республик. Али вакытта Россияда 20 республика бар. Башкортостан, Татарстан, Чуваш, Мария республикасы. Уларның һәр береһе дәүләт булып санала. Дәүләт бар, уларның үзләренең бар. Исполнительный власты, законодательный власты, конституциясы, шулай ук дәүләт теле һәм символикаһы. Толығынша по конституция бара. Ана шуларды хәзер байлап бетерергә уйлыйлар. Чөнки bunday программа Путинның үзенең һайлап алды программаһында алданасында. Шуңа күрә без ничек тә буны якларга тиешбез. Ошо башка телнең дәүләт теле бара бетерә. Шуңа күрә бүген без чыктык тетка. Без моны кабул итәбез дип баһалайбыз. Киләсәктә bugün şu tilde bitirirler, gelecekte bir de respublikalarla bitirirler. Sonra şunday vakatla tıktık devlet yaparlar. Kadir biz yoklayız. Soğuk vakitte talep etmemiz başka respublikalarla Mısır'da. Şu Tatarstan'da şuluk, Çuvaş Respublika, Şulay yok. Mali respublikalarında bunda barında sakırarlar. Elbette әлі уақытта республикала туған тілді оқыту жылдан жыл насарая. Чөнки өзіңіз білесіз, 2007 жылда қабыл етілген Республика 9 федераль закон, ана шул закон бойынша bütün предметтарды бітіріп келелер. Әлі география башқұрттан оқытылмай, экология башқұрттан оқытылмай, қалды бір генә предмет. История, литература, культура Башкортостана. Ул да озакламай бетәчәк. Шуннан туган телгә калса. Менә быел инде бетергә уйлыйлар башкорт телен дәүләт теле буларак укытылды. Бүтәнәләр гаепле булып ана шул 209 закон тора. Ана шул закон дигәндә яйлап бетереп киләләр. Әгәр дә без якламаһак ошо телдә, киләчәктә без телһез калачакбыз. Монда именно Башкортстанда Tilde yaklağı için, okuduğu için en mühimi gerek обязательное изучение. Eğer обязательное изучение bulmaha, bizim halk bu tilim bilmeyiyor. Şu обязательное изучение arkasında gına bilerler, şu tilde yapmak biliriz. Eğer de bunda bitir hele, bizim bütün de Respublikanın devlet dili bitireceğim. Çok kurayında bugün çıktık biz o sertifikatka, biz şu eligi tapşırığı bahalayız kalktığı. Konstitusiyonu bulup bahalayız. Hem o devlet tillerini okuduğunu bitirdik, onu konstitusiyonu bahalayız. Hem başka respublikalarla sakırabız, o devlet tilini yaparlar. Şulay yok, bu anlatta şulay konvensiyonlarla bulunmaktalar. Eğer de tilde okuduğuna devlet kutlağı bulmaha, o devlet tilini okuduğu nasıl yapacaklar. Bunday maksatla tuttuk, buna bugün devlet tilini Buna bir kampanyası var ise, bu işaretler var mı belki?
национального народа и общественности Республики Башкортостан. Уважаемые сограждане и земляки, как вам известно, 7 мая 2012 года в Москве состоялась инаугурация президента Путина. На инаугурации президент Путин произнес торжественную присягу, положив руку на текст Конституции Российской Федерации, где он обязался уважать права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации. А по Конституции Российской Федерации все 20 республик, Башкортостан, Татарстан, Чувашия, признаны государствами в составе Российской Федерации со своими конституциями, законодательной и исполнительной властью, государственной символикой, языком. Ныне все эти национальные республики в целях защиты языков титульных наций, согласно Конституции Российской Федерации, приняли уже свои законы, по которым наряду с русским прогласили их языки государственными. В то же время почти все они в области образования ввели обязательное изучение государственных языков. В подобной ситуации действия властей республик в составе Российской Федерации надо воспринимать не как ущемление, а как создание условий русскоязычному населению для усвоения государственных языков республик. Однако нынешний правящий режим в области образования по-прежнему продолжает тот политический курс, который был начат в 2007 году с принятием федерального закона номер 309. С момента принятия этого закона до настоящего времени Республика Башкортостан с учебных планов системы образования исключили почти все предметы регионального компонента. Остался лишь один только предмет — история, литература, культура Башкортостана, который дает русскоязычным учащимся представление о нашей малой родине Республики Башкортостан. А в этом заканчивая еще в 2011-2012 году началось сокращение часов изучения государственного башкирского языка. Таким образом, давление федеральных властей в области образования с каждым годом усиливается. Недавно весь многонациональный народ Республики Башкортостан стал свидетелем, как 12 мая 2012 года по телеканалу ОРТ в программе «Новости» была демонстрирована передача, в которой обязательное изучение государственных языков республик преподносилось как ущемление прав русскоязычного населения этих регионов. В качестве примера были показаны репортажи, снятые в республиках Башкортостан и Татарстан. Все эти факты дают основание нам полагать, что следующим шагом уже нового правительства Российской Федерации в области образования будет ликвидация обязательного изучения государственных языков республики в составе России. А последующие действия этого правящего режима, как следует догадываться, будут направлены на демонтаж всего национального государственного устройства России, в результате которого республики перестанут существовать как государство в составе России. Рассчитывать на такой прогноз нас вынуждает предвыборная программа нынешнего президента Путина по национальному вопросу, где он совершенно игнорировал права всех нерусских, даже титульных народов на свое государство в составе России. На сегодняшней акции мы, участники пикета, выступая за обязательное изучение государственных языков республик, одновременно защищаем Конституцию России, так как основной закон нашей страны признает права республик на установление государственных языков и создание условий населения для усвоения этих языков. Защищая башкирский язык в области образования, в то же время мы предохраняем наш Башкортостан от дальнейших посягательств федеральных властей на государственную республику. В настоящее время в условиях глобализации многонациональной Российской Федерации язык каждого народа нуждается в государственной защите. Хотя Конституция России в статье 68 гарантирует всем народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Но в реальности из-за некоторых оговорок в законе об образовании создать условия в многонациональной среде невозможно. Оговорка по желанию родителей в этом законе является одним из главных препятствий изучения родного языка городской местности. Башкирская общественная организация «Актамыр», занимающаяся проблемами национального и народного образования, на своем почти 20-летнем опыте убедилась и пришла к выводу, чтобы охватить всех участников башкирской национальности изучения родного языка, необходимо вести обязательное изучение башкирского языка. Таким образом, если обязательное изучение башкирского языка в качестве государства, с одной стороны, дает возможность всем башкирам изучить свой родной язык, то с другой стороны, оно создает русскоязычному населению республики условия для усвоения языка республики.
Все эти факторы обосновывают необходимость обязательного изучения государственного башкирского языка как одного из средств защиты языка в области образования. В то же время обязательное изучение государственных языков республики мы, участники пикета, воспринимаем как предоставление языкам титульных наций прав иностранного языка в области образования. На основе всего вышеизложенного мы, участники сегодняшней акции, обращаясь к многонациональному народу и общественности Республики Башкортостан, решительно осуждаем намерение федеральных властей ликвидировать обязательное изучение государственных языков Республики Российской Федерации как противоречащие Конституции России. В то же время, чтобы не допустить беззакония, призываем все республики Российской Федерации к солидарности и совместной борьбе за отстаивание прав в области образования. От республиканских органов власти будем требовать принятия законов, стимулирующих знание языка РБ как у русскоязычного населения республики. И самое главное, требует от самого президента Путина не нарушать присягу, произнесенной на инаугурации 7 мая 2012 года. Да здравствует федерализм в области образования. Да здравствует национальное образование Республики Башкортостан. Так, вот это,